Қайырлы күн, құрметті тікелей эфир қатысушылары. Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті тікелей эфирде. Бүгінгі эфирдің тақырыбы Қазақстан Республикасының резиденттігін растау, мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі. Спикер мемлекеттік көрсетілетін қызмет басқармасының бас маманы Деменев Талғат Жанатұлы. Добрый день, уважаемые участники прямого эфира. Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области проводит очередной эфир. Тема сегодняшнего эфира – это порядок оказания государственной услуги, подтверждение резидентства Республики Казахстан. Спикер у нас сегодня Деменев Талғат Жанатович, главный специалист управления государственных услуг. Талғат Жанатович, вам слово. Қайырлы күн, құрметті салық төлеушілер. Жаңа спикер айтып өткендей, бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақстан Республикасының резиденттігін растау мемлекеттік қызметі жайында болмақшы тақырып. Яғни мемлекеттік кірістер органдары мен соның ішінде мемлекеттік кірістер департаменті мен арнайы осы мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Яғни Қазақстан азаматтары және шетел азаматтарының Қазақстан Республикасының резиденттігін растау туралы мемлекеттік қызмет. Аталмыш қызмет электронды түрде де және қағаз жүзінде де көрсетіледі. Бұл қызмет электронды түрде бұл қызметті тек қана Қазақстанның азаматтары мен Қазақстанның заңды тұлғалары ғана қолдана алады. Себебі аталмыш қызметті шетел азаматтарының қосымша құжаттарын беруіне байланысты аталмыш қызмет шетел азаматтарына тек қана қағаз жүзінде көрсетілуге мәжбүр болып отыр. Сондықтан бұл жерде атап өтсек, налоговое заявление на получение подтверждения, яғни салықтық резиденттігін растау арызы бойынша, яғни бұл арызға қосымша шетел азаматтары нотариалды түрде расталған паспортының көшірмесімен және Қазақстан Республикасында осы сұралған мерзімге байланысты, сұралған жылына байланысты 183 күн Қазақстан Республикасында тұрғаны жайлы қандай да бір құжатты ұсыну керек. Яғни бұл жерде тоқтала кетсек, бұл құжатты қағаз жүзінде алғылары келсе адамдар, бұлар халыққа қызмет көрсету орталықтарына аталмыш арызды қағаз жүзінде тапсырады. Егер Қазақстан азаматтары болса, не осы Қазақстанның заңды тұлғалары болса, бұлар тек қана осы арызды ғана тапсыру жеткілікті болады. Ал егер де шетел азаматтары болса, бұл арызға қосымша олар сол нотариалда расталған өздерінің паспорттарының қосымшасын, паспорттарының көшірмесін, одан кейін Қазақстан Республикасында мысалы қай жылға сұрап отыр, сол жыл бойынша 183 күн Қазақстанда болған жайлы расталған құжатты қоса ұсыну қажет. Аталмыш мемлекеттік қызмет 3 күн ішінде іске асырылады. 3 күн бойында осы салық төлеушілер өздерінің құжаттарын ала алады. Ал енді электронды түрге келетін болсақ, бұнда жаңа атап айтқандай, аталмыш құжаттың электронды нұсқасы салық төлеушінің кабинеті арқылы өткізіледі. Яғни осы салық төлеуші кабинетіне еніп, ішіндегі осы аталмыш арызды табу керек, және сол арызды электронды түрде жолдайды. Жолдаған кезде мемлекеттік кірістер органы деген жерге егер Шығыс Қазақстан болса 1801 деген салық органының кодын көрсету қажет. Яғни сол Шығыс Қазақстан облыстық департаментіне келіп түседі. Сол құжатты көрсеткен кезде, салық органының кодын көрсеткен кезде. Енді бұл жерде айта кететін бір мәселе, мына салық арызын толтыруға байланысты. Яғни көптеген жерде бізде кейбір азаматтарымыз білместіктен, не болмаса қандай да бір дұрыс
бағыт болмағандықтан олар көбінде қай елге сұранып жатыр деген кезде көбінде олар Қазақстанды көрсетеді. Енді бұл үлкен қателік болып есептелінеді, өйткені бұл құжат, яғни екі ел арасындағы екі есе салық салудан құтылудың мақсатында құралған құжат болғандықтан, бұл қандай да бір Қазақстанның бөлек мемлекет болады. Яғни сол мемлекетті ғана көрсету керек, Қазақстаннан басқа. Бұл құжат негізі кімдерге керек? Бұл құжат осы салық резиденттігін растау құжаты біздің сол заңды тұлғаларымыз, біздің дара кәсіпкерлеріміз, не болмаса біздің жеке тұлғаларымыз, көбінде оларына студенттер болады, шетелде оқып жүретін. Сол елдің салық органдарының талаптарына сәйкес олар осы құжатты алып, бізден алып, сол өздерінің сұранып жасатқан елдің салық органдарына сол құжатты апарып береді. Сонымен қатар бұл құжатпен көптеген шет елдің Қазақстанда тұратын, яғни орысша айтқанда центр жизненных интересов дейді, яғни өмірдің осы жерде өтетін шет ел азаматтары бұл құжатты қолданады. Көбінесе олар өздерінің жұмыс орындарында, не болмаса қандай да бір банкте депозиттері болса, сол депозиттеріне байланысты осы құжатты өткізеді. Ол неліктен? Былай айтқанда, шет ел азамат, жаңа салық кодексі 2018-ден бері өзгеріске енгеннен кейін, 2018-ден бері шет ел азаматтарының депозиттерінің үстемелерінен салық ұстау жөнінде өзгеріс енгізілген болды салық кодексіне. Яғни бұл азаматтар Қазақстанда 183 күннен артық, жыл бойында 183 күннен артық Қазақстанда өмір сүрсе, яғни бұл салық кодексінің 217 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының резиденті болып есептелінеді. Яғни аталмыш салықтан босатылады. Көбінде осы сол бойында бізге негізінен сол шет ел азаматтары осы құжатты алады. Және де мысалы жұмыс орындарында да шет ел азаматтарының салық салу мәселесі мен Қазақстан азаматтары салық салу мәселелері әртүрлі болып жатады. Мысалы бізден 10% ұстаса, олардан 15%. Шегерімдер болмайды. Шегерімдер, сондықтан өздерінің жұмыс орындарына да апарып береді, арнайы салық салу резиденттігін. Енді рұқсат етсеңіздер, орыс тіліне көшейік, өйткені бұл жаңа өзім атап өткендей, бұл мемлекеттік қызметтің нағыз тұтынушылардың көбі сол шет ел азаматтары болып табылғандықтан. Уважаемые налогоплательщики, тема сегодняшнего прямого эфира получение сертификата резидентства Казахстана. Данная услуга оказывается Департаментом государственных услуг по Восточно-Казахстанской области. Услуга оказывается в электронном виде на бумажном носителе. Данная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан, физическим лицам Республики Казахстан, а также иностранцам, проживающих более 183 дней на территории Казахстана и в соответствии с 217 статьей Налогового кодекса признаны резидентами Республики Казахстан. Просто если весь подтверждение Республики Казахстан, вот, и если вкратце, чтобы не останавливаясь на всех статьях или на всех госуслугах, и то, что у нас на практике происходит, позвольте, я просто начну с простого заполнения налогового заявления. Налоговое заявление на получение потерянного сертификата резидентства для иностранцев заполняется на бумажном носителе, сдается через госкорпорацию правительства для граждан. И при заполнении данного заявления допускаются некоторые ошибки. То есть само заявление очень простое, там фамилия, имя, отчество, адрес, указывается иностранец или гражданин Республики Казахстан. И в данном случае в основном все наши граждане, где в строке страна, которой выдается документ подтверждения резидентства, указывает почему-то Республика Казахстан. Как бы логически оно понятно, что как бы они относят данный документ в органы своей работодателю или банки Республики Казахстан, банки второго уровня, и как бы считают, что это они должны отнести
Республика Казахстан указывает. Но данные это в корне неправильно, потому что здесь надо указывать другую страну, кроме Казахстана. В основном в данном случае надо указывать ту страну, в которую вы гражданином являетесь. То есть, если гражданин Российской Федерации, пишешь Российская Федерация, гражданин в общем, Австралии у нас бывают и такие граждане. Что к иностранцам к этому заявлению надо приложить? Данному заявлению необходимо приложить нотариально заверенную копию паспорта, то есть копия подразумевается весь документ. У нас тоже люди поступают вопросы, почему я должен весь документ нотариально заверять, даже те листы, которые пустые. Отвечаем, что если часть документа заверяется, это называется выписка. То есть это вам любой нотариус подтвердит. А в данном случае в кодексе, в законе, в правилах везде указано, что надо копия документа. Поэтому весь документ нотариально заверяется. Да, это очень важно. Да. Обратите внимание, пожалуйста. Второй момент. Справка о том, что вы более 183 дней на территории Казахстана находились. Некоторые люди также ошибочно считают, что если у меня есть вид на жительство, значит я автоматически да. Но в данном случае наличие вид на жительство не подтверждает о том, что вы находитесь на территории Казахстана. То есть, имея вид на жительство, вы прекрасно можете путешествовать и находиться где бы то ни было за пределами Республики Казахстан. Поэтому дополнительно запрашивается подтверждающий документ о вашем прибытии на территории Казахстана более 183 дней. Данный документ некоторые получают в миграционной полиции, то есть обратившись в миграционную полицию в произвольной форме, вы можете получить данную справку. Если граждане, это я говорю тем гражданам, которые у нас являются гражданами Российской Федерации, потому что у них в паспортах виза не ставится. А есть те страны, которые прямо визы, печать, все это ставится. Если в паспорте данные указаны, в принципе, мы это видим. Мы это видим и сразу же там же и фиксируем прибытие налогоплательщика на территорию Казахстана, то есть иностранца, более 183 дней, которые у нас указывается в кодексе и в правилах оказания государственной услуги с подтверждения президентства Республики Казахстан. Граждан Республики Казахстан и юридических лиц Республики Казахстан. Тоже у нас бывают случаи, что люди получают сертификат резидентства в электронном виде, но потом они дополнительно запрашивают на бумажном носителе. На бумажном носителе можно получить нашим же гражданам и нашим юридическим лицам через подачу налогового заявления, через корпорацию правительства для граждан. К этому заявлению ничего прикладывать не надо, и имеем, в принципе, все информация в заявлении. Этого достаточно. Однако многие потом говорят, что вот мы получили в электронном виде ваш документ, однако нам нужен туда печать и подпись. Извините, электронный документ, там есть номер прокси-сервера, и в принципе оно имеет ту же самую юридическую силу, что и на бумажном носителе. Многие страны у нас этот документ принимают, и мы тоже принимаем данные документы, аналогичные документы из других стран, которые в электронном виде. Еще что хотелось бы добавить по данному вопросу. То есть электронный документ, он же тоже все-таки документ, кому попало, тоже не выдаем, это же все-таки, да, оно имеет ту же самую юридическую силу, и вы можете предъявить этот документ вашим иностранным партнерам, да. Наличие подписи печати в электронном документе, значит, заменяется номером прокси-сервера. В принципе, грамотные, знающие люди это все принимают за рубежом. Данный документ у нас да. и Также надо читать, что да. Все, в принципе, знают, что наличие ВЦП, да. то есть можно будет получить документы. Да. Вот мы выдавали данный документ Ирландию, выдавали, Швейцарию выдавали, Францию, Сербию. Вот все страны электронный документ без проблем принимают. Вот именно что Российская Федерация у нас почему-то боятся некоторые граждане, они запрашивают дополнительно на бумажном носителе. Может, там требования той страны? Нет, вчера тоже связывались с некоторыми российскими нашими партнерами, они говорят, что нормально все такое принимается, да, и в этом плане некоторые граждане, мне кажется, они сами просто боятся. Да, есть договор в Российском Союзе.
Да. И как бы... Конвенции, международные договора. Да, все-таки надо гражданам не бояться предъявить этот электронный документ. Многие граждане, мне кажется, они сами боятся, они еще да, для себя не говорят, они не предъявляли его, не показывали нашим иностранным коллегам данный документ. Да, они по старинке. Вот тут тоже такие моменты имеются. Вкратце, конечно, я рассказал, чтобы весь кодекс не перечитывать, и там, правила оказания государственных услуг, оно расписано на 9 листах, я постарался укоротить в данный момент, чтобы у нас времени. Уважаемые налогоплательщики, сегодня очень важная тема, и очень много вопросов поступает в контакт-центр к нам именно по этой теме. Вообще, Талгат Жанатович, вам спасибо за такой содержательный, подробный, ясный такой доклад, хорошее изложение. Надеюсь, все слушатели поняли, потому что были озвучены конкретно практические ошибочки, ошибки часто допускались при заполнении. Вот Талгат Жанатович прям на примере заполнения формы все нам объяснил сегодня. И у меня, Талгат Жанатович, все-таки вопрос к вам будет один, поскольку он часто встречается именно от налогоплательщиков при звонках на контакт-центр. Это все-таки в какой налоговый орган нужно направлять все-таки заявление на подтверждение резидентства? Да, вот буквально полчаса назад тоже налогоплательщики к нам обратились. Данный налогоплательщик, допустим, прописан в Усть-Каменогорске. Он находится сейчас в служебной командировке в Алмате. Он же сейчас ей позвонил и спрашивает, могу ли я данную услугу получить в департаменте госдоходов по городу Алматы. То есть кто эту услугу должен получить. Здесь выступает у нас статья 218 Налогового кодекса, где я могу вас процитировать. Статья 218, пункт 2. Для подтверждения резидентства Республики Казахстан в целях применения международного договора, а также в иных целях лицо предоставляет налоговый орган, являющийся вышестоящим по отношению к налоговому органу, в котором такое лицо зарегистрировано по месту нахождения, пребывания, жительства. Налоговое заявление на подтверждение резидентства, если иное не установлено настоящим пунктом. То есть, если вы прописаны в Восточном Казахстане, то данную услугу вам оказывает Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области. Аналогично, если вы прописаны в какой-либо другой области или в крупном городе, департамент той области того крупного города оказывает данную государственную услугу. Ну, если, например, в Толгатском районе, да? То, соответственно, да, вот сейчас вот тоже у нас, оказывается, наши прописанные восточные казахстанцы находятся в разных городах, и часто такой вопрос возникает. И вот, да, вы правы, они вот звонят, спрашивают, как нам быть. В данном случае, я еще раз говорю, находясь на любой точке Казахстана или планеты, вы можете электронно запросить этот документ, это те граждане, которые наши Казахстана, и код налогового органа указать 1801, а не 1816, обычно у нас указывают код налогового органа 1801. Данную услугу мы оказываем в электронном виде, и в кабинет налогоплательщика вы получите электронный сертификат резидентства. Такие моменты у нас есть. Ну, спасибо. Я надеюсь, уважаемые наши слушатели, подписчики, вам очень было понятно. Если есть какие-то вопросы, вы можете задавать сейчас в прямом эфире, либо оставить потом комментарий под данным эфиром. Вообще, уважаемые налогоплательщики, мы проводим эфиры еженедельно по вторникам в 4 часа, поэтому рекомендуем подписаться, следить за нашими анонсами. Мы их выкладываем за день и участвовать, получать полезную очень и оперативную информацию. Можем оставить контакты. В принципе, вопросы все можно будет получить по разъяснению налогового и таможенного законодательства, позвонив на контакт-центр, горячая линия 1414, добавочный 3.
Также можно будет позвонить в управление разъяснительной работы на обычные телефонные номера. Это 70 12 56, 70 04 59 и 24 43 30. Поэтому, Талат Жанатович, у вас есть еще что-то? Да, я хотел добавить, вот как раз таки касающийся информации иностранцев. У нас с 2019 года в Казахстане отменена временная регистрация для всех категорий иностранцев, въезжающих в Республику Казахстан. В виде отсутствия вышеуказанных сведений ГБДФЛ ВИНИС регистрационным учетом по месту пребывания для нерезидента определено УГД по Исильскому району, ДГД по городу Астана. То есть, опять переходим на более понятный язык, если у нас иностранец приехал в Республику Казахстан, получил ИН, то у него автоматически будет регистрация в Исильском районе, ДГД по городу Астана. То есть в данном случае налогоплательщик, иностранец после получения ИН, если живет на территории Восточно-Казахстанской области, они должны здесь не забыть прописаться. Чтобы сейчас вышеуказанное, который упомянул, кто должен оказывать услугу, этот вопрос потом не возник. Налогоплательщик, иностранец приехал из Каменногорска, здесь ИН получил, живет здесь, а вдруг выясняется, что он по базе органов госдоходов является, состоит в Исильском районе, да. То есть после получения ИН необходимо прописаться по месту пребывания данного иностранца. Уже после этого все вопросы сразу отпадут, потому что у нас есть многие случаи, конечно, которые при подаче заявления они выясняется, что в Исильском районе состоит, почему я там состою и куда я теперь должен подать заявление. В принципе, если они живут в городе Каменногорск, мы принимаем такие заявления. Мы идем навстречу, в данном случае налогоплательщикам, но как бы заранее не то что предупреждаем, а рекомендуем иностранцев после получения ИН на территории Казахстана не забыть прописаться по месту проживания. И в дальнейшем при оказании когда они уже проживут какое-то время, Казахстан более 6 месяцев, и обратятся нам по оказанию аналогичной государственной услуги, и уже никаких вопросов, никаких сложностей у нас возникать не будут. Ну и в других сферах, не только в налоговых сферах, конечно, и этот момент сейчас я как раз вспомнил. Да, то есть это сейчас как раз тот момент, который возникает как проблемный, да, вопрос? Да. Один из проблемных вопросов, да, то, что мы сталкиваемся. Да. Ну, то есть, я думаю, понятно все уважаемым налогоплательщикам. И хотелось бы также еще добавить, Талат Жанатович неоднократно упоминал о 217 статье, то есть это очень важно. Для чего мы подаем заявление на подтверждение резидентства, это для того, чтобы подтвердить, что я являюсь резидентом Республики Казахстан. Да? Что такое, как признание резидентства, все регламентировано статьей 217, и вот один из признаков, то есть это условий, да, это пребывание в Казахстане в течение 183 календарных дней в Казахстане на протяжении 12 месяцев. То есть обратите тоже внимание. Но есть еще и категория непостоянная пребывающая, но имеющие центры жизненных интересов в Казахстане. Да? Все это регламентировано статьей 217 Налогового кодекса. Уважаемые налогоплательщики, если есть вопросы, мы ждем, готовы рассмотреть ваши вопросы. И еще раз напоминаю, что в принципе запись сохраняется, и вы можете потом оставить свой комментарий под данным эфиром. Рекомендуем все-таки подписаться на наши социальные сети, в частности Instagram, shiko.salyk.kz, и получать полезную информацию. Будьте с вами на связи, уважаемые участники эфира. Если у вас дополнить нечем, то важно. Единственное, что как все государственные услуги, услугополучателям, имеющие установленный кодексом Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения, которые полную или частичную утрату способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, прием документов,
и оказания государственной услуги производится работникам государственной корпорации с выездом по месту жительства посредством обращения через единый контакт-центр 1414 или 8 800 080 77 при оказании государственной услуги через государственную корпорацию. Как бы, ну, то есть, может быть, Это для такие, сведения, да, для да. сведения. То есть, единственное, что можно добавить из всего, что я не отметил, это вот 10-й пункт правил оказания государственной услуги. Ну, раз уж написано, то давайте его Да. отметим. У меня, в принципе, все. Вам спасибо большое. Хорошо. Сізге өте үлкен рахмет, өте маңызды ақпарат. Енді құрметті қатысушылар, сұрақтарыңыз болса жауапқа дайынбыз. Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, сізде мүмкіншіліктер бар. Комментарий осы эфирдің астында комментарий жазуға болады. Содан кейін жауап алуға болады. Сұрақтарыңыз жоқ болса, рахмет осы қатысқандарыңызға. Спасибо всем уважаемым птичкам, слушателям за участие. Спасибо за внимание. До свидания.